Добрейшего вечера желает вам телеканал ТНВ и, конечно же, программа «Вечерняя игра». Мы ее ведущие, Лия Сергеева. Петр Нижинский. Рада приветствовать вас у экранов ваших телевизоров. И очередная интересная беседа вам сегодня обеспечена. Ну и нам, собственно, тоже. Естественно. Да. И беседовать мы сегодня будем с актрисой театра имени Галяскара Камала Лейсан Файзуллиной. Добрый вечер. Добрый, наш Лейсан. первый традиционный вопрос. Чай любите? Пьете ли вы чай вообще? Постоянно. У нас даже есть гримерная, в которой мы постоянно собираемся с актерами и постоянно пьем чай. Чаевничай. А есть какое-то предпочтение? Зеленый, черный, фруктовый, Естественно, красный, черный. Татары пьют черный. С Да, молочком. С молочком, да. Класс. Так, а в джинку играете? Ну, это будет мой второй опыт. То есть первый опять был в гримерке за чашкой чая? Нет, нет, это было в циферблате. Ну, Где любят поиграть, в общем-то, Да, различные да, игры. да, И давайте тогда попробуем, Лисан. Чего же? Третий, Начнете? второй опыт сейчас у нас. Да. Итак, Просим. опыт номер 2. то есть я первая. Да? Так, надеюсь, я сразу все не уроню. Так, уже. аккуратно. Вот. Уже практически профессионально. А выглядел, как, знаете, ячейка в банке. То есть так выдвигалась. Так, да, это моя деревяшечка, И я ее сверху заберу. мы ее нет, кладем Кладем сверху. дабы не упрощать последующие ходы. Лейсан, вы из семьи актеров, и мы так подозреваем, что закулисный ребенок, и в принципе это сомнений о том, чем заниматься в будущем, какую профессию выбрать, и не было. Как раз-таки наоборот. Были сомнения? Как это? Конечно, но ты же видишь все трудности, ты понимаешь, что это настолько сложно, что у тебя нет никаких иллюзий о том, что это профессия, это просто такое Праздник. там, Пришел, величие, да, порадовался. праздник и все такое. Ты понимаешь, что надо 7 потов пролить перед тем, как выйти на сцену и сыграть это блестяще, красиво, хорошо, как надо. И еще ты понимаешь, что постоянные гастроли. Мои родители в то время уезжали на 40, на 30 дней. Я была у маминой подруги, то есть жила не с мамой, не с папой. И я понимала, что настолько это обидно для ребенка. И я думала, нет, ни за что я не пойду в актрисы и не оставлю своего ребенка на 30 дней одного. А в итоге, как же так А в получилось? итоге я хотела пойти в медицинский. Ага. Но то ли из-за того, что мне не хватило знаний. По какому предмету? Обычно, мне кажется, химия всех подталкивает. Да. Вот. Но не в этом даже дело. Я просто увидела спектакль Фарида Бекчентаева «Черная бурка». Они были на гастролях в Альметьевске. И после этого я просто поняла, что эта магия, она просто настолько затягивает, что отказаться от этого сложнее и сложнее становится. И тем более 11 класс, ты понимаешь, что он набирает курс, есть такая возможность. И я решила попробовать. Если получится, то пойду, то это судьба. А если нет, то нет. Ну а как вот вы ощутили, Лисан, вот эту магию? Ну, это вот когда правильный спектакль соприкасается со зрителем, он вступает с ним в диалог. Во время этого диалога ты понимаешь, нравится тебе этот мир или нет. И либо ты становишься поклонником театра как зритель, либо ты становишься актером. Ну, обратного пути просто нет. А когда ты за кулисами смотрела, как играют родители на сцене, неужели не было вот такой роли, когда думала, я вырасту и сыграю вот ее? Не было такого? Ну, я, наверное, не настолько была... не настолько любила именно татарскую культуру. Я была таким тинейджером, которому нравилось смотреть MTV, там, какие-то фильмы современные. Я всегда жила в иллюзиях другой реальности. То есть, ну, такой американщиной, ну, скажем так. Так социум воспитывался и продолжает, к сожалению. Это все мы под этим гнетом побывали. Да. Но после того, как я начала учиться у Фарита Абыи в Камалском театре, я настолько убедилась в том, что свою культуру надо беречь, и надо именно этим заниматься, потому что кто, если не мы, те, кто знает язык, те, кто знает культуру, кто рос в этой среде. Ну, как-то вот так у меня все сложилось. Как поступалось, кстати? Сложно было? Или все вот прям очень легко далось? На самом деле были трудности, потому что я видела девочек и мальчиков, которые так хорошо поют. Сколько человек, кстати, было на место? Я помню, что в коридоре было около 40, около 50 человек. Ну, прилично. Да. Из них где-то около 20 попало. Потом еще отсеивалось, приходило, уходило несколько человек. Но именно когда мы поступали, было очень много людей.
Вот, и многие уже были подготовлены, то есть там, закончив училище музыкальное, они пели, у них такие были голоса. И вот когда я это все услышала, нас впустили 5 человек, которых почему-то выделили из толпы, то есть, ну, не из толпы, из людей, которые там сидели. Из абитуриентов. Да, так скажем. Вот, и мы зашли в комнату, и каждый должен был показать свой навык. То есть я там монолог какой-то читала, ему очень понравился. Кто-то пел, кто-то танцевал. И когда я услышала, как одна девушка поет, я начала плакать, потому что подумала, что меня тоже попросят петь. Да. А с пением? Ну, с пением я пою, но не на таком уровне, как она это то есть делала. медведь не прошелся по хрящам ушам? Нет, все-таки, да. Отлично. И вот тогда я помню, что я расплакалась, и меня успокаивали, говоря, что ты не будешь петь, ты должна монолог рассказать. И я долго успокаивалась. Вот это была единственная трудность, потому что я подумала, что все провалила из-за вокала. А так все было достаточно легко. Вот часто наши гости, которые сидят вот именно на этом самом месте, актеры, говорят, что все-таки профессия актера – это чудо, это мечта, они всегда к ней шли, но тяжело быть зависимым от режиссера. У тебя такого нет? Есть такая штука, если человек не зависит от профессии только из-за какой-то роли, то есть можно же развиваться в разных, то есть ты можешь изучать театр, и можешь только его делать, создавать, то есть ты либо актер, который зависит от режиссера и постоянно ждет ролей. Исполнитель. Исполнитель, да, только исполнитель. А можешь быть актером, который развивается, то есть он пытается понять театр в целом, как целую науку. Вот для меня это немного вот так. То есть я люблю изучать, я люблю ездить в Москву, в Петербург, смотреть другие театры, брать себе что-то новое. И только после этого, когда я наберу такую большую базу, я могу начать хотеть что-то делать, какую-то роль. А до этого, как-то пусто, просто постоянно играть роли, это не так интересно на самом-то деле. Для меня. Нужно дозреть еще, значит, да. до А каких-то есть ролей. какой-то любимый театр, естественно, помимо театра имени Галяскара Камала? В Москве, в Татарстане, Я бы сказала, в Петербурге. не именно театр, а есть постановки, режиссеры, которые мне нравятся. Например, я поклонница, громко, конечно, сказано. Ценительница. Ценительница. То есть остров на стене не висит, мы поняли. Да. Я люблю Богомолова, мне нравится Бутусов, мне нравится Женовач, мне нравится Карбаускис. В 23 года, когда мы поехали на выставку «Золотой маски», я посмотрела спектакль Карбаускиса «Рассказ о счастливой Москве», и у меня сразу поменялось мнение о театре. Я поняла, что какое-то время мне даже не надо играть, потому что я не понимаю, что делать дальше. Так они это хорошо делали, и так это было тонко поставлено, что мне хотелось всегда достичь этого уровня. И, может быть, в какой-то степени сейчас я использую именно какие-то оттуда техники, какие-то моменты, потому что, я поклонница. Вот Карбаускиса именно я поклонница. Интересно. Немного прервемся, да, у нас есть важные моменты на телеканале. Реклама. Коллега у меня активизировался, вот решил тоже поиграть с нами в Дженгу. Начать и выиграть. Отлично, Наш профессионализм. принцип. Лейсан, а когда нужно на сцене заплакать? Что происходит в голове? О чем ты думаешь? Как себя настроить, да. Или там за кулисами воды накапал и вперед? Или есть специально обученный человек, который луковицу подносит, нарезает. И это было бы странно, если ты играешь там 40 минут на сцене, и где-то на 20-й минуте тебе надо заплакать. Это будет странно, если кто-то выйдет с миской лука к тебе. А было бы креативно. Режиссерский ход. Кстати, сейчас вообще этого не боятся. Какие-то технические моменты именно выносят на сцену, и это прикольно. Мне нравится. Но заплакать у каждого актера, наверное, свой секрет. Раньше пользовались аффективной памятью, там вспоминали какие-то драматические моменты своей жизни. Но мне кажется, это немножко неправильно, потому что как ты можешь выносить свою жизнь на сцену?
Это же жизнь другого человека, то есть из произведения. Часто это возникает именно от ситуации, которая происходит на сцене, потому что актер играет, и он же ведет персонаж, он ведет сцену. И вот в этот момент мы же тоже испытываем эмоции актеры. Они есть, но они другие, немножко иные. Они сценические, но они в то же время настоящие, поэтому слезы, они сами по себе возникают. Иногда это возникает от того кайфа, который ты испытываешь, что ты находишься на сцене. Они иногда возникают от того, что кто-то тебе так говорит с такой интонацией, что по-другому твой организм не реагирует. Когда все правильно... То есть это такое настолько глубокое погружение, да, в роли, 100%. То есть, как получается, даже это твои жизненные эмоции и над ними над эмоции персонажа. Да, конечно. И все это настоящее. Это настоящее. Но это в то же время видение. Все равно персонаж ведется. То есть ты просто в этот момент входишь в него. То есть эмоция возникает настоящая, потому что это ты, становишься ты и персонаж вместе. Но в какой-то момент ты все равно обратно выходишь и начинаешь вести дальше. А когда после спектакля эта настоящая эмоция отпускает? В тот момент, когда вы поклонились зрительному залу, и все, ты снова стала собой? Или какое-то время, да, проходит? Или как-то надо успокоиться? Да. Или просто рыдаешь, заходишь за кулисы. Где там мой чай? С молоком. Дело в том, что многие считают, что если актер там сыграл какую-то драматическую такую роль, трагедию, то он выходит и долго еще ходит и страдает в этом состоянии. Нет. Как только ты вышел за кулисы, в принципе, это состояние уходит на нет. Потому что, после того, как ты прыгнул, например, с парашютом, ты же приземлился, ты же еще не летишь в этот момент. Ноги-то трясутся. Они трясутся, да. Какие-то моменты есть там. Первые 15 прыжков. Да, но все равно ты поплакал, у тебя все равно слизистая раздражена. Это естественно. Но состояние, мне кажется, это странно, если актер выйдет за кулисы и еще будет до сих пор страдать. Мне кажется... это немножко с психикой, что-то не в порядке. Пусть, конечно, никто на меня не обидится, но это профессия, одним словом, то есть умение переключаться. Да. А на сцене что интереснее играть? Приятнее, любопытнее, и по энергии тебе ближе? Все-таки драма или что-то веселое, легкое, ненавязчивое? Что-то, что не соответствует моему состоянию. То есть не соответствует моей жизненной позиции. Там, например, что-то против... На данный момент или вот вообще? И на данный, и вообще. Потому что когда ты играешь что-то, что тебе не соответствует, это намного интереснее делать, ежели когда ты выходишь, и это, в принципе, близко тебе. Пример хотелось бы тогда услышать какой-нибудь. Например, моя любимая женская роль, я всегда о ней говорю. «Однажды летним днем» Йон Фоссе, автор, идет у нас на малой сцене. Я там играю норвежскую женщину в молодости. Норвежская. Норвежская, да. Типаж, да. Там нет имени, там просто молодая женщина. И это воспоминание. И она настолько холодная, настолько безэмоциональная, потому что у них такие погодные условия, и они, скорее всего, немного... берегут энергию. Да, чем мы, ежели мы. И мне всегда нравилось то, что я всегда... Когда выходила на сцену именно в этой роли, мне приходилось постоянно все в себе гасить. То есть пытаться быть холодной, какой-то отстраненной. То есть каждое слово не должно вызывать у меня эмоции. Это просто слово, потому что я еще и воспоминание, а не человек. Вот мне нравится, когда... Вот я все-таки по натуре горячий человек, а там мне приходилось играть совсем другое. То есть тебе нравится вот это вот искать грань на противоречиях, да? Да, вот противоречие, вот точное слово. Да. А давайте мы сейчас посмотрим, конечно, не воспоминания норвежской женщины. А стало жарко, кстати. Так что норвежская женщина сильна. Мы сейчас посмотрим более легкий спектакль, но где ты тоже играешь немножко несвойственную для себя роль. Onlar
совсем нет. Это не самый веселый отрывок этого спектакля. Я Но только здесь- потом понял, что это больница. Потому что увидел человека в форме. Как тебе этот спектакль дался? Ну, есть такой момент, что когда ты играешь религиозного человека, то ты отвечаешь за многие моменты. То есть ты должен точно говорить какие-то слова, какие-то выражения, которые не используют в своем лексиконе. И еще ты не должен никого оскорбить, естественно. Вот это было самое сложное. А так, да. То есть любишь так иногда так человека-то, хоп, и на Да, место. вообще мне нравится. Нет, не в этом дело. Просто ты же можешь, не зная, обидеть Да, людей. да, да. А тут приходится каждый раз сдерживать себя, думая, что, наверное, так нельзя. А тут, наверное, я двигаюсь более откровенно, ежели, ну, возможно, в этом образе. И, ну, у меня был, девушка, пример, и больше я, как бы, наверное, пыталась изобразить эту девушку, то есть пыталась сыграть ее. То есть живой пример, и мне хотелось показать людям, что бывают такие люди, такие веселые, такие религиозные в одно и то же время, и они ни в коем случае не ханжествуют, они за всех, они любят людей такими, какие они есть. И они свою веру никогда не будут навязывать никому. Ну, без перегибов, в общем-то, одним словом, нормально, адекватные люди. И вот мне хотелось это людям показать, донести, потому что сейчас бывает, что люди немного, ну, как-то, пытаются повести за собой, но не своим примером, а словами. Давай ты сделай так, давай ты начни делать так, и, это Давайте касается оформим веры. кредит. Да. Да, нет, не в кредите дело, в вере. То есть, например... Да, у нас более серьезная тема разговора. Ходи в мечеть, там, читай намаз. А самое важное, мне кажется, показать своим примером. Если люди увидят, что это хорошо, наверное, они пойдут за тобой. А если нет, то... Ну, то есть ты тоже сторонник того, что всегда нужно личным примером. Да. Ну, а что? А часто на сцене воплощаешь образы, которые тебе действительно встречались в реальной жизни? Людей пытаешься сыграть тех, кого знаешь. То есть знакомые твои, друзья. Ну, какие-то, наверное, моменты, какие-то словечки, какую-то манеру говорить, потому что, актер же, он должен черпать всегда какое-то вдохновение в людях, с которыми он общается, в кино, которое он смотрит, в спектаклях, которые он смотрит. И даже, например, когда куда-то летишь, путешествовать, там тоже ты берешь какую-то культуру и ее показываешь на сцене. Естественно, да, я играла своих знакомых, но старалась, чтобы они об этом не знали. Значит, Но они, хорошо похоже, играли, узнали, раз кстати, вы если догадались. старалась все-таки. Бывало такое, да? Что, подожди, Александр, это не меня там изображали? Бывало, узнавали, да. А есть какой-то человек, которого ты считаешь своим наставником, учителем? В первую очередь, это мой педагог Фарид Бекчентаев. И он дал все азы, а база важнее всего, как фундамент. Да. Да. Все верно. И он воспитал нас. Нам было 17 лет, и он так доходчиво все говорил. Он привил нам вкус. Он, например, мы слушали в гримерной своей музыку попсовую. Он заходил и говорил, что это такое? Ай-яй-яй, ну-ка Выключал. сжечь все кассеты. Ай-яй-яй, девчонки. кого ставил? Ай-яй-яй. И приносил нам диски. И... Я вспомнил попсовую песню, просто что вы. У кого какая А была что он вам молодость. ставил, кстати, слушать? Как он воспитывал у вас вкус? Он приносил диски, там, Дизи Гиллеспи, Фиджеральд, Труфаса, Нильс Петера. То есть он приносил нам джаз, блюз, разную музыку, и мы... Ну, вы же наверняка ее сначала не понимали, да, и И считали, тихонько что вот, слушали. Сначала мы Ай-яй-яй. слушали для того, чтобы понять, почему Фарид Абы считает это хорошей музыкой. Еще и немного, наверное, угодить хотели, потому что дети и учителю всегда хотелось угодить. И после этого, пару раз нам хватило, каждый нашел свою любимую музыку, и кто-то слушал Орфа Карла, кто-то слушал Дизи Гиллеспи, и каждый, кто-то БГ слушал, и у каждого был свой выбор. На самом деле, из-за того, что он дал нам много, у каждого был выбор
именно в том, какой он захочет музыку слушать. И сейчас даже я замечаю, что мои однокурсники, многие слушают хорошую музыку и постоянно делятся между собой книги, какие читают. Мы постоянно, Ильгиз Зайниев говорит, что он прочел, там, может дать книгу. Но это почитать. все формирование, в принципе, Да, личности. да, да. И тем вот более Фарид Абы, он вот... в такой-то профессии, без Да, этого да, да. никуда. Да. Сейчас бы мы хотели посмотреть и показать нашим телезрителям отрывок из спектакля, о котором сегодня речь уже Я заходила. бы даже сказал, ну хорошо, вот я довершу, скажи. Хорошо, довершите, Я бы даже сказал не отрывочек, а трубочек. В общем, когда мы увидели это, мы немножко удивились. Давайте мы сейчас и вас удивим. Да, сейчас все станет понятно. Даже... Лейсан Файзуллина впервые в жизни рубит мясо на колхозном рынке. Мы специально не стали сразу говорить, что это, и намекнули, что это отрывок из спектакля. Это была подготовка к тому самому спектаклю, насколько мы поняли. Что это? Это реклама. Чего реклама? Спектакля «Однажды летним днем» по Йону Фосу. Вот как-то однажды летний день Поехали мы на располагает к шашлык, чему-то. наверное, да? Вот так должно продолжаться. И решили подготовиться прямо вот с самого начала. Да, кто у нас владеет? Лейсан, давай. Ну, это к тому, что это необычно. То есть мы делали необычные дела, чтобы потом построить необычный Необычный спектакль. Ну, не свойственный. для Креатив нашего такой. театра. Да. Помогло? Немного, да. Люди заказывали мясо? Нет. А то, как знать, может быть, хорошего мясника наша республика потеряла. Нет, топор очень тяжелый, я не смогу этим заниматься. Так, на какие еще эксперименты готовы ради спектакля? Режиссер Что-то скажет, делали, может надо. быть, а может быть, уже в планах есть, или есть предложение какого-то. А может быть, такого. есть в страхах, что заставят сделать и предложат. Ну, не знаю. Наверное, я на многое готова. Если это настоящее искусство, почему бы и нет? Ну, наверное, я бы не смогла себя порезать, там, что-то такое, увечья какие-то себе сделать, естественно. Ну, а Хотя- стандартная побриться на лысо, перекраситься в Стандартная. блондинку. Вот так нормально. Для актрис это вполне стандартно. Для Бритни Спирс это было стандартно. Ну, нет, побриться на лысо, мне кажется, это не так сложно, потому что волосы растут, к счастью. Вот, и покраситься тоже. У нас был такой опыт с одной актрисой, но со мной, конечно, не было. И даже... Ну, то есть там худеть резко, полнеть резко, Для да? женщины Актеры тоже полнеть этим страшнее. занимаются. Да. Ну, если это будет такая роль важная, и что меня смогут убедить в том, что это очень важно для этой роли, то да, конечно. А как тебя можно убедить? Но это делать может только режиссер. Своей идеей, своей... Мы возвращаемся к истории с кредитом сейчас. Как тебя можно убедить? То есть это разговоры, объяснение своей точки зрения, которую ты, возможно, и примешь. Да, конечно. Или как-то все-таки доходчиво заинтересовать нужно тебя? То есть не только сказать, вот будет так, нужно Ну и то-то, то-то, заинтересовать тоже, естественно. Потому что, ну... Как с музыкой, в Как общем-то. можно вообще заниматься искусством, если это тебя не интересует? Вот, отлично. Ты обмолвилась таким словом, что, ну, если это требует искусства, и если это ради искусства, что для тебя искусство? Для меня искусство – это такой сложный вопрос, потому что, мое любимое слово, потому что. Наверное, потому что мы Наверное, говорим об потому что. искусстве. Искусство – это то, что рождается честным путем. То есть, ну, когда пришло действительно вдохновение, когда человек не украл какую-то идею. Нет. Но может ее позаимствовать. У автора, например. Дополнить своим видением. Ну, это, наверное... Ой, такой сложный вопрос, потому что как-то чисто на него просто правильно ответить, наверное, никто не сможет. Потому что искусство это когда что-то появляется, и это вызывает отклик у людей, которые это видят, слышат,
или чувствуют. Вот если это вызывает какой-то отклик, если вызывает эмоции у людей, то это искусство. Ну, естественно, какие-то эмоции, которые вызывают, потом делают очищение человека. То есть человек увидел, услышал, что-то сделал, и после этого он меняется. Если он меняется... В лучшую сторону. В лучшую, да. В лучшую. Потому что, сама понимаешь, да, искусство искусству рознь. Да. Но есть современное искусство, ставят там унитаз посреди музея, и Ужас это какой. тоже искусство. Ну, музей И 15 современного... рублей еще берут. Да, не 15, там побольше фунтов стерлинга. И Ты не сторонник вот таких вот, опять же, перегибов, да? я не Провокаций. понимаю. Провокаций. Да, я пока не понимаю. Например, в музее современного искусства я могу стоять долго у картины Дали, а потом пойти увидеть этот унитаз и разочароваться. Но я их не буду, конечно, смешивать вместе. Но это немножко сбивает мое впечатление. А вот как ты считаешь, такой мне хочется тебе вопрос задать, продолжим разговор об искусстве, о вкусе в частности, о культуре. Стоит ли все-таки, вот на твой взгляд, где-то даже насильственно навязывать, но правильные ценности и в верном направлении, то есть человек получит после этого духовный рост? Или как-то, ну вот, хотите, берите, не хотите, не берите? Ну, воспитание, конечно, имеет место быть, потому что дети, когда растут в семьях, где слушают джаз, они сразу другие. И мне кажется, может быть, это надо делать именно в детстве, потому что когда... Формировать. то есть Да, начинать. формировать. Потому что дети восприимчивее, чем взрослые люди. Потому что взрослые вырастают и говорят: да, я уже знаю, и мне это не интересно. Да, Сальвадор Дали круто, но все-таки я люблю на заборах рисовать. Да. А с детства можно привить какие-то моменты. Вот если это будет воспитываться в школах, например, или в семьях, то да, я считаю, что надо как-то, ну, не назову это навязывать, а прививать. Да. Вот. Ну, театр тоже очень даже прививает. И вот, кстати, в одном из своих спектаклей «Без витрил» ты играешь барышню Зельбар, которая, ну, достаточно расчетливая, достаточно хорошо знает, чего она от этого мира хочет. Этот образ далек от тебя настоящий? Это как раз то самое попадание, когда интересно играть тех, кто на тебя не похож? Там даже не это, там больше... интересно играть, как образ меняется. Она девушка вроде бы вначале такая чистая, такая гимназистка, все правильно у нее происходит. Она из благополучной семьи. Но стоит ее поставить в тяжелую ситуацию, она выбирает удобный для себя способ жизни. То есть она выбирает деньги. И она идет туда, где ей будет что поесть. А это хорошо или плохо, что в сложной ситуации она выбирает именно это? Ну, мне кажется, это просто... это даже не черта характера, это выживание. И она поняла, что с родителями она просто погибнет. Она девушка, они еще мужчины, и они живут там, где совсем нет условий, нет еды, не то что одежды. И она просто выбирает способ выживания, такой метод. И, наверное, мне кажется, она в чем-то молодец. Мало кто сможет так через себя переступить и просто стать... ну, она в какой-то степени жертва обстоятельств. Конечно, для меня не похоже. Если бы я такой была, я, может быть, уже в Голливуде снималась. Нет, я шучу, естественно. Я влюбчивая. Да. С первого взгляда вот прям увидела. Ну, пару раз было. Расскажи нам об этом. Нет, не буду. А пару раз это как? Это вот, знаешь, как в театре показывают, да, вот этот взгляд? Да, сначала не увидел, вроде и увидел опять. Или как? Или ты Нет, приглянула? это было, когда мне было совсем мало лет, там, 18-17. Сейчас с детского сада начнется история. Нет, ну, наверное, это больше было восхищение, может быть. Это были актеры, это были
ну, великие люди. Я ими восхищалась, и это был, ну, там... Академик Павлов. Нет, Леонардо Ди Каприо. А, Почему нет? Джонни Депп. там. кстати, он свободен из последних Да, я музыкальных все новостей. еще надеюсь. А вот сейчас, пользуясь своим актерским дарованием, можешь нам показать вот этот вот самый момент влюбляния в первый взгляд? И искренней влюбленности какой-то, да? Внезапный причем. Внезапной. Ух, сложная задача. Нет. Нет? Нет, не смогу. Это самое смешное, когда ты приходишь в какую-то компанию и говорят, ты же актриса, сыграй нам что-нибудь. А часто просят, да, друзья? Да, часто. А что Экономят просят на сыграть? тамаде. Они причем всегда не знают, что им надо. Что-нибудь. Ну, что-нибудь. Сыграй вот, давай что-нибудь сыграй. Вот. А зачем? А зачем, я не понимаю. И я всегда говорю, понимаете, что театр – это такая штука, это надо, чтобы было столько условий, чтобы актер сыграл. Это должна быть и сцена, и Эгрегор. свет, и все, ну, много всего. Нужно. И Приходите в театр, Да. там и посмотрите. Да-да-да, это моя профессия, это не мое. Вот, это правильно. Приходите, покупайте билеты, приходите, я вам все покажу. Да-да-да. Мы вам сейчас тоже все покажем. Да. И где покупать быстро билеты, в и том числе. качественно. Точно, реклама. А давайте-ка сыграем. Давайте. Лейсан, раз уж мы затронули амурную тему, то... хорошо, профессионально так. Пора начать. Оп, И рискованно. чуть-чуть. И сейчас бы вся Жаль, конструкция. сейчас не мой ход. Так вот, амурные дела. Какому мужчине не место рядом с тобой? Самовлюбленному. Самовлюбленному? То есть актеры отпадают? Да. Но и они же могут играть, Лейсан. Нет. Ну как? То есть он вот на сцене тоже, допустим, один, а в жизни совсем другой. Ну, после того, как я дала слово себе не быть актрисой и нарушила его, я дала себе еще одно слово, что я никогда не выйду замуж за актера. Пока не нарушила? Пока нет. Где этот актер? А возможно вообще дружба между мужчиной и женщиной? Как ты Нет, считаешь? невозможно. Нет? Нет, конечно. Вообще. Вообще невозможно, потому что когда мужчина и женщина находятся рядом какое-то время, все равно хотя бы на каком-то тонком уровне у них что-то возникает. Если не у одного, то другого. Обязательно. То есть сейчас все твои мальчики друзья? Вот так вот А кто сказал, понурились? что у меня есть мальчики-друзья? Ни одного? Ну, есть приятели, знакомые, с которыми я вижусь только по работе, например. Ну, деловые какие-то, да, Да-да-да. взаимоотношения. Все, не более. А подруг много? 3. Атос, Портос. И Арамис. Один за всех и все за одного. Ну, И отлично. давно вы с ними дружите? С детских лет или потом уже появились они? Мы начали учиться в институте Фарид Абай, она моя однокурсница и коллега, мы с ней дружим. Вторая, ну, то есть она будет первая, потому что она с детства, я у них жила, у моей маминой подруги, и она, получается, как сестра моя. И гастрольная сестра, когда мама уезжала на гастроли. И вот с детства мы с ней дружим до сих пор, и она переехала в Казань, и вместе... Такая постоянно. хорошая, крепкая дружба. Да, Столько да, да. времени. А говорят, женской дружбы не бывает. Ну, Вот ответьте, же, да. бывает. А бывает ли, кстати? Вот доказательство, что бывает. Бывает. Мне кажется, она бывает именно тогда, когда нет соприкосновения каких-то интересов. Ну, когда Не борются появляется- за одну нет, роль, да? там, или какой-то мужчина, в которого влюбляются обе девушки. Но если они умные, они на самом деле и это выдержат. Вот так, наверное, дружба проверяется именно интересами. Знаете, Хорошо. а вот кино мне посмотреть захотелось. Кино. Отрывочек из кино. Как говорят философы, хочется, посмотри. Давайте Давайте посмотрим вместе. Виктория, если вам уже все равно, позвольте мне. Что?
прыгнуть? Позвольте мне дожить за вас оставшиеся годы. Знаете, там, внизу, вам будет очень больно, и это будет так некрасиво выглядеть со стороны. И столько людей будет горевать. Коллеги, подруги, мама. Зачем вы забрали маму? Никто ее не забирал. Она сама попросила. 4 года назад, после той ссоры, помнишь, когда ты обвинила ее в том, что от вас ушел папа? Виктория, Виктория, клянусь вам прожить вашу жизнь спокойно, достойно. Вы согласны? Да. Стой! Это я, твоя мама. Это был у нас отрывок из фильма Гастарбайтер. «Да». И мы, кажется, понимаем, почему тебя даже родственники, когда ты не в образе и не в гриме, не узнают, встретив на улице. Ты Вы бываешь читали мою очень статью? разной. Да, да, есть. До сих пор не узнают или уже как-то научились? Я не знаю, с чем это связано, но, может быть, с моей профессией. Бывают дни, когда я сама не понимаю, почему я так выгляжу. Видимо, это связано с перенятием образов. Постоянно меняться Приходится быть хамелеоном. Да. И получается, иногда в жизнь выскакивают моменты такие. А это правда, что до сих пор тебе не очень комфортно видеть себя на экране? Да. То есть программу пересмотреть это... Нет, программу я могу пересмотреть. Я кино не могу смотреть А с почему? собой. Потому что я Что- еще не что не решила, нравится? могу я это делать правильно или нет. И с театром как-то мне уже понятно. Я знаю, где что-то не доделаю, что-то доделываю. Я, конечно, не восхищаюсь, а просто понимаю, как можно это исправить. А в кино это настолько делается здесь и сейчас, и потом оно остается, фиксируется, и уже ничего не поправить. Но зато можно переписать всегда дубль. Дубль переписать можно, а фильм переснять нельзя. Поэтому я всегда не комплексую, я переживаю, что я сделала что-то не так, а могла лучше. И каждый раз, когда я иду на съемки, я думаю, что же будет в этот раз, потому что каждый раз я недовольна Но немножко. долго Лейсан. сомневаешься, когда поступает, прости, коллега, Ничего страшного. когда поступает предложение участвовать в фильме? Нет, я не сомневаюсь, мне нравится сниматься, потому что это как раз-таки опыт, и, может быть, когда-нибудь я пойму, как это делается. И чем больше опыта, тем лучше. К сожалению, получается меньше и меньше, потому что в театре занятость есть, и спектаклей много, и репетиций много, и по времени не совпадаешь. Иногда бывает, что ты улетаешь на гастроли, и в это время начинают снимать. И у меня было так, что мне отказывали в роли. Приходилось. Да, потому что я уезжала. Да, я просто хотел сказать, может, это поможет, Лейсан, тебе более спокойно к этому относиться. Я недавно вычитал такую штуку, что на самом деле талантливые люди всегда недовольны своим результатом. То есть все остальные самодовольные бездари. Ну, получается, что как бы так... Ну, раз уж у нас зашла речь о том, что частенько ты бываешь в отъездах, и поэтому не всегда получаешь те роли, которые хотелось бы, путешествовать, видимо, любишь. Люблю, обожаю. Это, наверное, самое любимое в моей жизни. И я никогда не буду прекращать это делать. Надеюсь, что у меня будет такой же спутник жизни, который поддержит меня в этом, и мы постоянно будем... Федор Конюхов, Лейсан, любит мужчин путешествовать. Хлебом не А, кормить. кстати, да, путешествовать любишь все-таки с комфортом или палатка, горы вполне сойдут? Мне нравится экспериментировать. То есть
как когда-то вот взять один раз так вне комфорта попутешествовать и в следующий раз уже с комфортом, потому что, ну, все-таки человек устает, ему надо отдохнуть, а когда нет комфорта, то отдыха иногда не происходит. Ну, есть моменты, когда именно без комфорта бывает кайфовее, потому что ты не выделываешься ни перед кем, не одеваешься как надо по дресс-коду, не пытаешься угодить официантам, там, людям, которые тебя обслуживают. И из-за этого всего иногда бывает намного лучше отдых. Но это больше территориально зависит от страны, от человека, который рядом с тобой. Я еще одна самостоятельно ни разу не путешествовала. Ну, с друзьями, с компанией. Да. Ну, в этот раз, в этом году я хочу отметить свое 30-летие где-нибудь у океана одна, либо с любимым человеком. Океан не важен. Океан Северный важен. ледовитый? Да, ну может быть холодный просто океан. Ты снова может на быть, Ну, конюху теплый. намекаешь? Любой океан, потому что я ни разу не видела океан. Это моя мечта. Да. Достучаться до небес. Да. Ой, не дай бог. Мы очень надеемся, что сбудется твое желание в этом году. А можешь себя описать 3 словами? О. О, Да и не знаю. скромничай. Не надо. Скромное — это будет первое, видимо, слово. Нет. Можно питью? Почему все слова вылетели из головы? Наверное. Счастливая. Целеустремленная. Любимая. Замечательный набор получился. И достаточно. достаточно. Очень хороший набор. Спасибо большое, Лейсан, что пришла сегодня в нашу программу. Очень, мне кажется, мило мы побеседовали, весело, позитивно, задорно. Спасибо тебе. По теме, опять же, поиграли хорошо. Это была программа «Вечерняя игра». Всем всего самого наилучшего, самого доброго. Пока-пока. Пока-пока.